Заключительный этап чемпионата России по драг-рейсингу первоначально должен был пройти в Беларуси, но из-за вынужденных изменений в календаре, которые начались еще в самом начале сезона, все планы пришлось пересмотреть. Хотя гонщики этому только рады. Многие участники уже опробовали трассу автодрома «Крепость Грозная» во время 4-го этапа чемпионата, который, кстати, тоже прошел здесь почти 2 месяца назад и считают ее, если не счастливой, то, по крайней мере, удачной. Надеюсь, все будет хорошо, погода благоволит. Чечня очень нравится ему, 2-й раз уже здесь на соревнованиях. Хороший город, чистый, люди доброжелательные. В день открытия заключительного этапа чемпионата прошли только квалификационные заезды. Все самое интересное зрители ожидают сегодня. В чемпионате страны по драг-рейсингу участвуют одни из самых мощных автомобилей в российском автопроме. Есть даже модели, которые специально собраны для этих гонок. Соревнования традиционно проходят в 3 классах – передний, задний и полный привод. В классе переднеприводных автомобилей быстрее оказался гонщик из Северной Осетии Вадим Кравченко. Дистанцию в 402 метра на своей тюнингованной отечественной «восьмерке» он преодолел за 9,18 секунды. И это при том, что еще до финиша автомобиль сломался, и обратно в бокс его пришлось везти на эвакуаторе. Держал до последнего, уже и дым шел, но до последнего держал. Ну и в итоге, я же говорю, победа досталась очень тяжело. Ценой каких запчастей не знаю, неважно. Многие участники, фавориты и чемпионы прошлых лет и хорошо знают друг друга, поэтому легкой победы никто и не ждал. В полноприводном классе изначально фаворитом считался Дмитрий Матвеев на своем знаменитом Nissan GT-R Alterna, но еще на старте финального заезда из-за досадной проблемы с коробкой передач он сошел с дистанции. Лавры победителя достались Андрею Кравченко. Эмоций много, очень понравился этап, отличная трасса. Единственное, что, конечно, что-то у меня с машиной, видимо, с настройкой подвески чуть-чуть виляет. Автодром «Крепость Грозная» считается одним из самых лучших в стране. Он соответствует категории RAV1 и может принимать соревнования как российского, так и международного уровня. За 2 месяца проведено 2 чемпионата России, 2 чемпионата регионального уровня. Каждый день работает прокатный картинг. Мы проводим трек-дни для любителей. Так что я думаю, что перспективы у автодрома достаточно большие. Самые зрелищные и быстрые заезды оказались в заднеприводном классе. Дмитрий Самаруков, который подал заявку на установление нового скоростного рекорда в России, на своей модифицированной Dodge Viper с легкостью побил предыдущий и 3 своих новых рекорда, проехав четверть мили сначала за 7,1, потом за 7, 6 и 9, а в заключительном заезде за 6,8 секунды. Я ожидал именно этого дня, и он закончился именно так, как я хотел. Я поставил рекорды личные для себя. Я сделал все, что нужно было сделать с этой машиной на хорошей трассе. Это выход из 7 секунд. И, безусловно, великолепная скорость 320. Поэтому мы реализовали практически на 100% потенциал машины именно в этом конфиге. Дальше мы будем ее ускорять, она будет ехать быстрее, но это уже будет другая история, это будет следующий год. Победители заключительного этапа чемпионата России получили заслуженные кубки и денежные чеки. Шампанским, как это принято в такие минуты, не брызгали, но радости было не меньше. Даже те участники, которым не посчастливилось подняться сегодня на пьедестал почета, улучшили свои предыдущие показатели в 5-м этапе и уже настроились на следующий сезон чемпионата страны. Ислам Магомадов, Магомед Салтымурадов, Руслан Яхаев, Ислам Цамаев. Новости 7.